Доступность медицинской помощи, поддержка материнства и детства, строительство школ, ремонт дорог, создание условий для реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Вот основные направления работы правительства Коми в среднесрочной перспективе. Об этом рассказала первый зампред регионального Кабмина Эльмира Ахмеева, выступая с отчетом в Госсовете. Подробнее Алексей Корчма. Как и прежде, в приоритете экономика и социалка, увеличение доходов бюджета и покупательной способности населения, улучшение качества жизни людей, развитие системы адресной помощи тем, кто в ней особо нуждается, стабилизация рынка труда, поддержка культуры и спорта. Выступая с докладом о работе правительства, Эльмира Ахмеева подробно остановилась на каждой отрасли. Да, в условиях санкций экономики региона приходится непросто, но пока справляемся. 2022 год, как и предыдущие года, в очередной раз принес новые вызовы в условиях жизнедеятельности государства и всех регионов. И для республики прошлый год также не стал исключением. Всем известные факторы значительно повлияли на темпы развития отдельных сфер экономики. Тем не менее, нам удалось сохранить нашу экономику и вложиться в дальнейшее ее развитие. А главное, нам удалось обеспечить сохранение стабильности во всех сферах жизни наших жителей. Мы обеспечили исполнение всех взятых на себя социальных обязательств. Доходы бюджета в 2022 году выросли более чем на 23%. Это позволило почти на 2 миллиарда сократить госдолг. Из федерального центра по разным программам привлечено 19 миллиардов рублей. Социальная направленность бюджета сохраняется. Выплаты, пособия, вознаграждения, компенсации социальной направленности были все проиндексированы на 4%. Произведена работа по перерасчету мер социальной поддержки с учетом решения президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по индексации величины прожиточного минимума с 1 июля прошлого года на 10%. Отмечу, что мы наблюдаем позитивную тенденцию по снижению численности малоимущих граждан. Коми вернулась к нормальному режиму работы после пандемийных ограничений. Эпидемситуация стабилизировалась, отметила Эльмира Ахмеева. Вместе с тем вопрос развития здравоохранения по-прежнему остается в числе приоритетных направлений работы правительства. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в больницы, поликлиники, ФАПы, амбулатории было направлено 205 единиц современного оборудования. А в целом поставлено свыше 1300 единиц медицинского оборудования. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В этом году планируется создать более 31 объекта здравоохранения в модульном исполнении. Это 5 врачебных амбулаторий, 25 ФАПов и 1 здание патологоанатомического отделения в Печоре. Мы продолжаем обновлять медицинский автотранспорт. Но к чему все это, если работать на новом медоборудовании зачастую некому, возражают скептики? Да, кадровая ситуация сложная, но поправимая, говорит Эльмира Ахмеева. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в республику приезжают специалисты, а на целевом обучении сейчас 600 студентов. Регион создает привлекательные условия. В целях привлечения специалистов в этом году мы планируем построить 9 домов для медицинских работников населенных пунктов, где есть острая необходимость в медицинских кадрах. На сегодняшний день оборудование все закуплено, в ближайшее время начнется уже сборка этих 9 домов. Основные показатели экономического развития Коми связаны в первую очередь с промышленностью. Сегодня ситуация стабильная. С учетом новых экономических условий компании и предприятия республики серьезно пересмотрели векторы развития. Сделана переоценка рисков в финансовом секторе и логистике. Регион продолжает создавать условия для привлечения новых инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса. Развивается агропромышленный комплекс. Особое внимание исполнению нацпроектов. Только в прошлом году из бюджета было выделено 11 миллиардов 800 миллионов рублей. И это не просто цифры, а новые дороги, школы, детские сады, библиотеки, благоустроенные дворы и спортивные площадки. Как вы видите, за отчетный период и первый квартал этого года наблюдается положительная динамика во многих направлениях. Это результат совместной работы всех уровней власти. На нас возложена большая ответственность перед жителями республики, чтобы наша республика становилась с каждым годом все краше, лучше, а работа в республике комфортнее. Чтобы в регионе оставались молодые специалисты, создавались семьи, а уровень жизни был качественным. Эльмира Ахмеева поблагодарила социальных партнеров региона, которые в непростое время продолжают выполнять ранее достигнутые договоренности. Депутаты Госсовета положительно оценили работу правительства, отметили позитивные и проблемные моменты, на которых стоит заострить внимание. Алексей Корчма, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.